Өзбек Ата. Прогремел мощный взрыв, и со скал полетели камни разных размеров. Как зачастую бывает в жизни, из-за человеческого фактора время подрыва взрывчатки изменили, не предупредив об этом людей, находящихся внизу. Поэтому все были сильно удивлены, когда ни один летящий сверху камень или катившиеся вниз с большой скоростью каменные глыбы не задели находящегося на их пути человека, который в тот миг самозабвенно молился, постелив под себя телогрейку. Весть о заключенном узбеке, и без того известного всем за почти двухметровый рост с могучим телосложением, и дальше разнеслась по другим исправительным лагерям в округе. После этого случая начальство лагеря и охрана уже не препятствовало этому авторитетному, обладающему неимоверной силой и рассудительностью зэку, исполнять религиозные обряды. Долгие годы в заключении он продолжал изучать Коран и получать другие религиозные знания у 3 старых ученых мул, отбывавших свои нескончаемые сроки вместе с ним. Ведь тогда только в их лагере было 3000 заключенных, из которых 300 мусульман усердно соблюдали обряды и держали в месяце Рамадан пост. На вопрос, почему его зовут Өзбек, он отвечал, что родился в семье 9-м ребенком, единственным сыном после 8 сестер, и поэтому старейшины аула назвали его Өзбек, то есть по-казахски «сам господин». Хотя он происходил из казахского аргынского рода Караул-Канай. В детстве Өзбек учился грамоте у муллы, но с приходом советской власти обучение вынужденно остановилось, и это много лет досадовало его. Со временем, будучи грамотным, уже в 1930 году, в возрасте 22 лет, он был избран заместителем председателя колхоза. В 1932 году, когда из-за засухи многие люди откочевали в Омск, возглавил колхоз для оставшихся в родном ауле 42 семей. В 1941 году началась Вторая мировая война, и он, как многие мужчины, ушел на фронт. Там, из-за его возможности таскать на себе тяжелый пулемет, он был пулеметчиком. В конце 1943 года в одном из боев от разорвавшегося поблизости снаряда красноармеец потерял сознание. Очнувшись уже в немецком госпитале, Өзбеку стало ясно, что он в плену, но с наступлением советских войск был вскоре освобожден и продолжил воевать до самой победы. Но только в начале 1946 года ему удалось таки вернуться на родину, к семье, где его ждали супруга Каир Казыкенкызы, дочь Шинар и сын Рашид. Солдата-победителя избрали председателем колхоза, где он в голодные и трудные времена разрухи с энтузиазмом восстанавливал родной край, поддерживая в родном ауле стариков, вдов и сирот. Время шло вперед, жена родила ему еще одного сына Маджита. В те смутные советские времена агрессивного атеизма насильно ломались основы многовековой морали, а за годы войны у одурманенного народа усугубились воровство, пьянство и разврат. В противовес господствующей пропаганде председатель, воспитывая колхозников, настойчиво призывал их к честному труду и осуждал царившие повсюду пороки, которые противоречили нравственным принципам предков. Не всем это было по нраву, поэтому подлые людишки тогда массово писали доносы, где говорилось, что их председатель недоволен колхозным движением и насаждает в ауле религиозные порядки. Естественно, в один из дней его арестовали, водворив в темную сырую камеру. Следствие, полное клеветы и оговоров, шло 6 месяцев. На допросах и очных ставках Өзбек Елемесулу повторял только одно, что Бог всех рассудит, кто виновен и кто чист. Так, самый справедливый и гуманный суд в мире, взяв также во внимание немецкий плен, во время войны осудил невинного человека на 25 лет, которые затем прошли в каменоломнях и шахтах исправительных лагерей в Новосибирском и Кузнецком. Лихолетие закончилось. После многих тяжелых жизненных испытаний, полных драматизма и лишений, Өзбек Ата вернулся домой, живым и невредимым. Был полностью реабилитирован, ему вернули все многочисленные боевые награды и ветеранские льготы. К тому времени уцелевшие лжесвидетели теперь уже до самой их смерти не могли смотреть ему в глаза. Всевышний Создатель сохранил этого настоящего человека в действительности, расставив все по своим местам. Но цена этой справедливости была слишком дорога для отдельного человека. Будучи примером праведной жизни, имам Өзбек Ата еще долгие годы освещал людям путь своими религиозными знаниями. Благодаря феноменальной памяти он также передал литераторам многие памятники устных шедевров, которые знал наизусть. Опираясь на свои ценные знания о Шежре,
он бережно восстановил пробелы в генеалогическом древе многих казахских родов. Показательно, что Аксакал всю свою долгую жизнь очень нежно относился к своей ослепшей в последние годы жизни только единственной любимой супруге, которая в их нелегкой жизни до самой ее смерти всегда была его преданной спутницей. Мы все слышали, как на кладбище после похорон своей старой жены Өзбек Ата сказал громко, что он благодарен Всевышнему за то, что он даровал ему такую прекрасную женщину. Мудрый Аксакал покинул этот мир, перешагнув столетний возраст. Окруженный детьми, внуками, правнуками и праправнуками, люди считали огромной честью видеть этого немногословного и галантного человека. Теперь все с благоговением и трепетом в сердце вспоминают его. Также и моя память сохранила его образ, как символа высокой морали, знаний и мужественности. Этот рассказ я написал в мае 2014 года. Мне еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.